Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия и Руштон». В студии Валерия Кузаева. И о главных новостях расскажем прямо сейчас. Сергей Миняйлов вручил награды бойцам осетинских батальонов в зоне СВО. Ордена и медали передал лично. Глава республики находится на передовой. Это сенсация, что мы эту школу завершим. Улучшение качества медобслуживания, строительство объектов социальной инфраструктуры. Кабинет министра во главе с премьером Борисом Джанаевым посетил Моздокский район. Подробнее об итогах выездного совещания расскажем в выпуске. Никто ничего не знает. Читаем только в интернете, по слухам знаем. А сколько так будем стоять еще? Погода испортилась, закрыли границу. Переезд через КПП Верхний Ларс разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Большегрузы ждут особого распоряжения. Сергей Миняйлов в эти дни находится на передовой. Глава навестил бойцов батальонов «Алания» и «Шторм Осетия». Посмотрел, как они подготовились к зиме и поздравил Ждёргуба. К празднику подоспели и заслуженные награды. Игорь Габоев удостоен ордена мужества. Давид Беликов и Георгий Кайтуков награждены медалями за отвагу. За доблестную службу, верность долгу, смелость и успешное выполнение боевых задач у населенного пункта Пятихатки. Медалями во славу Осетии награждены Александр Цгоев, Сергей Мельников и Руслан Хугаев. Почти 1700 грузовых и десятки легковых автомобилей несколько дней стоят на военно-грузинской дороге. Из-за схода лавин люди не могут пересечь границу. Водители и пассажиры, некоторые с детьми, говорят, это пробка – настоящее испытание. Не замерзнуть помогают сотрудники МЧС. Они развернули мобильные пункты обогрева. О ситуации на границе Алена Агаева. Очередь растянулась на километры. Открытия границы уже несколько дней ждут сотни легковых и большегрузных автомобилей. Утром на Ларсе минус 4 градуса, дует холодный ветер. Елена Аганесян в пробке больше суток. Едет с семьей к родственникам из Краснодара. Безумно устали и замерзли, рассказывает женщинам. Дорога к родным неожиданно стала тяжелым испытанием. Буквально, можно сказать, никаких продвижений нет. Обещают, что откроют. Ну, проехали буквально метров 500, встали и стоим. Сказали, в 10 утра откроют, но мне кажется, мы сейчас развернемся и обратно домой поедем. Здесь дежурит бригада скорой помощи, работают психологи. Сотрудники МЧС оперативно развернули пункты обогрева. Можно выпить горячий чай, зарядить гаджеты, но этого либо недостаточно, либо не все о них знают. Люди живут в машинах с семьями, много пожилых и детей. Никакой информации, когда откроют дорогу, сколько, Ничего, да, вообще никто ничего не говорит. Куда не подойдешь, никто ничего не знает. Читаем только в интернете, по слухам знаем. А сколько так будем стоять еще? В 10 утра через границу стали пропускать автобусы и легковые автомобили. Для больших грузов движение запрещено до особого распоряжения. Алена Агаева, Заур Кудзаев, Новости Осетии. МЧС и администрация Владикавказа организовали горячее питание в Грузии. Неблагоприятный прогноз погоды. Движение может быть запрещено еще несколько дней. Это не первая совместная акция. Сотрудники МЧС и АМС города стараются регулярно поддерживать водителей и пассажиров, которые вынуждены иногда долгое время стоять на границе. В этот раз горячую еду привезли на одну из самых крупных стоянок вблизи Владикавказа. Напомним, движение по военно-грузинской дороге для большегрузов запрещено с 19 ноября до особого распоряжения. Говорят, что до селек идет. И так и стоим, что вот сегодня приехали сюда. Спасибо за все. Нам кушать воды, нам привезли. Спасибо за все. Мы очень довольны. Организовываем горячее питание. Гречка полевая, чай полевой армейский. Вода питьевая, и собираемся в дальнейшем также продолжать работу.
В республике стартовали 12-е свято-георгиевские чтения «Православие. Этнос-культура». В пленарном заседании участвовали государственные и общественные деятели, священнослужители, представители творческой и научной интеллигенции из Северной и Южной Осетии и СКФО. На форуме обсудили тысячестолетие крещения Алании, христианство и национальную культуру, храмы и культовые сооружения Алании, ее историю и историю сопредельных регионов, средние века, новое и новейшее время. Перевод священного писания и литургических текстов на аланский язык. В мероприятии участвовала заместитель председателя правительства Северной Осетии Альбина Плаева, организатор Владикавказская епархия Русской Православной Церкви. Работа нынешнего форума является собой добрый пример конструктивного соработничества между представителями церкви, государства и общества на благо отчизны. Искренне надеюсь, что нынешние свято-георгиевские чтения вновь станут значимым событием в духовно-нравственной, научной и культурной жизни нашей республики. Желаю всем участникам успешной работы, духовного роста, новых творческих свершений и призываю благословения Божия на наше собрание. Сотрудничество, которое поможет решить кадровый вопрос на производстве. В ГМИ состоялась встреча руководства вуза с президентом оловодобывающей компании. Обсуждали условия, которые готовы предоставить выпускникам на месте и какие требования есть к потенциальным работникам. В целом опыт двухстороннего взаимодействия уже был год назад. ГМИ и Росолово подписали соглашение, благодаря которому 38 ребят 4 месяца трудились на обогатительных фабриках и действующих рудниках. А теперь, если захотят, могут претендовать на официальное трудоустройство. Это касается и зарубежных студентов, отметили в ВУЗе. Перспектива огромная, перспектива развития оловодобывающей отрасли страны – это стратегическое направление развития именно промышленности оловянной. Предприятия возрождаются, соответственно, потребность в кадрах она будет всегда. Мы со своей стороны будем и уже предпринимаем меры, чтобы заинтересовать и абитуриентов, которые будут поступать на технические специальности. С компанией Русолова наш договор, как я уже сказал, будет продолжен, может быть даже и расширен и в количественном, и в качественном отношении. Сегодня в стране отмечают День психолога. Праздник неофициальный, однако является профессиональным для всех специалистов области. Психолог изучает поведение человека в разных ситуациях и корректирует его действия во всех сферах жизни. Помогает преодолеть страхи, комплексы, разобраться в себе, в своих поступках, выяснить первопричину различных решений. Главная цель – достижение гармонии в жизни человека. День психолога подчеркивает важность этих специалистов. Каждый год в этот праздник проводят конференции, семинары, лекции, на которых поднимают профессиональные вопросы и проблемы. Говорят о развитии психологии в современном мире. Психология для нашего, так сказать, города, для нашего населения стала таким, знаете, как элементом ухода. Потому что многие думают, психолог – это тот человек, который лечит, значит, со мной что-то не в порядке. Но я всегда говорю, психолог – это тот уход за твоей душой, за твоей психикой, за твоим внутренним миром. Когда человек посещает психолога, он свои 100 лет проживает счастливо. То есть это здорово, когда у тебя и внешне, и внутренне вот такая гармония идет. В капитально отремонтированной школе за новыми партами. А если есть высококлассная техническая база и оригинальные методы образования, то учиться в такой атмосфере хочется еще усерднее. Так считают ученики 11-й школы. У ребят современная углубленная программа. Она немного сложнее, зато расширяет кругозор. Как именно, расскажет Алана Тумаева. Урок английского сегодня проводят в лингофонном кабинете. У каждого ученика свой ноутбук и наушники. Ребята работают над аудированием, слушают материалы, выполняют задания в тексте. Так они привыкают к устной речи, учатся улавливать смысл. Плюс этого кабинета в том, что ребята могут работать индивидуально. У них как бы у каждого свой личный кабинет. И они работают тихо, спокойно выполняют задания. И при этом учитель
может контролировать одновременно с этим все, что они делают. На своем учебном компьютере я тоже могу это все видеть. То есть у нас параллельно происходит работа, и это, конечно, огромный плюс. 11-я школа делает акцент на углубленное изучение английского языка. Его преподают со 2 класса. С 5-го в расписании этот урок буквально каждый день. Ввели и 2-й, немецкий, методы познания современные. Работают с актуальными учебниками, используют специальную технику. Здесь ею могут похвастаться. В каждом кабинете интерактивная доска. С ней учиться намного интереснее, говорят школьники. Честно, мне намного больше стало нравиться школа. Здесь как-то стало атмосфернее. Стены разного цвета в каждом классе. Они яркие, очень красивые. Мне, честно, очень сильно нравится. На новых интерактивных досках можно показывать всякие презентации. Легче воспринимаются материалы, намного интереснее. Новое оснащение существенно помогает и учителям. С ним уроки становятся максимально разнообразными. А привлечь, сохранить внимание и интерес детей стало проще. Новая школа – это не только удивительное здание, красивые стены. Это еще и современное оборудование. Ведь только современная школа может дать детям знания и навыки, чтобы они могли расти и развиваться. И я совершенно уверена в том, что наша школа станет центром образования детей. 117 лет назад 11-я школа была маленькая и одноэтажная. В ней располагались начальные классы. Необходимость расшириться возникла очень быстро. Появилось еще одно здание, а вот первый капитальный ремонт провели не так давно. К нему приступили в 2020 году. Здание начальных классов отстроили по новой, сделали его 3-этажным. Основной корпус обновили полностью. В столовой заменили всю технику, да оснастили необходимым. Сейчас учебный процесс, конечно, наш разительно отличается от того, который был 3 года назад. Можно увидеть абсолютную разницу между рекреациями, кабинетами, классными комнатами. Во-первых, у нас оборудование замечательное. У нас есть спортзал, в котором сейчас как раз-таки мы проводим замечательные спортивные соревнования. Спортплощадка рядом, что позволяет детям тоже участвовать и принимать к себе гостей, и участвовать в различных спортивных соревнованиях. Сейчас здесь почти 1200 детей. Их разделили по корпусам. В новом начальные классы с 1 по 4, в другом здании средние и старшие классы. Все рассчитано так, чтобы комфортно было каждому. Алана Томаева, Алина Мелькова. Новости Осетии. Исполнить мечту детства, открыв свое дело, благодаря социальному контракту. Героиня нашего сюжета превратила хобби в источник заработка. Мера поддержки от государства уже помогла свыше 1000 малоимущим жителям региона реализовать самые разные идеи. Тем более процедура подачи документов максимально простая. Все подробности у Тамилы Кцоевой. Любовь к ногтевому дизайну у Альбины Дьяконовой с детства. Тогда она красила ногти куклам. Выросла и превратила игру в профессию. Всегда мечтала о собственном салоне. Когда клиент приходит в красивое и аккуратное пространство, доверие повышается. Комфорт во время процедур – одной из главных составляющих хороших отзывов. На обустройство денег не было. Помогли в Министерстве социального труда. Благодаря соцконтракту Альбина приобрела нужное оборудование и материалы. Ремонт сделали за 4 месяца и сразу начали принимать клиентов. Обслуживают по 5-6 человек в день. Узнав о такой программе, как соцконтракт, обратилась в КЦСОН Ардонского района, где меня грамотно проконсультировали. Я собрала пакет документов, и в скором времени мне одобрили этот контракт. В планах расширяться и оказывать весь спектр услуг – маникюр, педикюр, макияж и укладки. Это поможет расширить клиентскую базу и, конечно, посещаемость салона. А еще, что немаловажно, создаст новые рабочие места. Для небольшого Ардона это большой плюс. А пока работают в маленьком, но уютном пространстве. Идеи для дизайна брали в интернете. Просматривали с мужем разные варианты и комбинировали свои, рассказывает Альбина. Особое внимание уделили выбору мебели. Я хочу, чтобы клиент в первую очередь чувствовал себя комфортно и хотелось все самое лучшее приобрести, а остальное, конечно, требует дальнейших еще даже вложений, чтобы все это довести до того уровня, до какого хочу я, например, чтобы все было на высшем уровне. За этот год такой мерой поддержки воспользовались больше 1000 малоимущих граждан. Процедура подачи документов несложная. Все подробности желающим помогут выяснить специалисты Министерства труда и социального развития. Работа по созданию новых рабочих мест ведется очень активно, и республика оказывает всю необходимую помощь желающим реализовать свои идеи. Тамила Кцоева, Артур Гаглоев. Новости Осетии.
Олег Василенко покинул Аланию. Тренеры и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба команды. Василенко возглавил Аланию в конце марта. Под его руководством красно-желтые провели 31 матч, в которых одержали 14 побед, сыграли 11 встреч в ничью и потерпели 6 поражений. Лучшим среди 9000 профессионалов стал именно наш ансамбль «Орфан». На престижном фестивале «Роза ветров» коллектив занял 2 первых места и завоевал гран-при. Безупречные движения и костюмы. Выступления, как всегда, на высоте. Часы тренировок и только живая музыка. На репетицию к профессионалам заглянула и Идзира Соколоева. Вальс. 2 поворота. 1, 2. Открывайте руки одинаково. Она никогда не дает расслабиться и всегда заряжает своей неиссякаемой энергией. Зарина Мурашева подходит к каждому ученику, поправляет и разбирает технику исполнения. Пластика, харизма – все должно быть доведено до совершенства. Не успели ребята вернуться домой, а уже в строю на своей родной сцене, по которой так соскучились. Первая репетиция даже после триумфального выступления – работа над ошибками, хоть и небольшими, незаметными зрителю. Зарина Мурашева требовательна к каждому движению. Чтобы у нас было все одинаково, грамотно, правильно, красиво, технически исполнимо, артистически красиво. Подняли руки. Один уровень все. Ансамбль стал лучшим на престижном конкурсе «Роза ветров», который проходил в Москве. Победу нашему коллективу принесли 3 номера – горский, абхазский и попурри по мотивам осетинских народных танцев. Это уникальная авторская постановка руководителя ансамбля Зарины Мурашевой. 10 минут непрерывного танца, плавные и грациозные движения сменялись виртуозными трюками. Для нас привычно было работать столько времени. У нас был промежуток 10 минут. Было очень волнительно, потому что мы переживали за детей. На сцене было очень холодно, мы выступали на улице, шел дождь, было скользко. Но когда мы заиграли и увидели, как люди со всех сторон к нам бегут, это был такой адреналин, мы зажглись, мы начали, не знаю, еще с большей силой и азартом работать, да, на сцене. И все дети тоже, они большие молодцы, справились. Живая музыка – важная составляющая ансамбля. «Я всегда против фанеры», говорит Зарина Мурашева. Артист должен слышать и танцевать только под настоящую игру музыкантов. И это оценили все. Впрочем, масштаб конкурса впечатляет. Больше 9000 участников из 45 субъектов страны. Свои способности демонстрировали и артисты из других стран. Творческие коллективы Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Германии, Турции. Конкуренция была непростая. Но эта поездка была первой для меня такой главной в жизни, такая важная была. Мы выступали на ВДНХ, мы познакомились с разными коллективами, получили очень хорошие эмоции. Нам очень сильно все понравилось. Было очень ответственно представлять нашу республику, так как это был очень такой крупный фестиваль, и поездка для нас была очень даже важная. Вот. И мы очень старались выступать хорошо. Но переживание было, наверное. Да, было, потому что фестиваль престижный достаточно. Нам надо было выложиться по полной, чтобы занять высокое место. Я считаю, что у нас получилось. В составе жюри были известные хореографы, преподаватели ВГИКа, ГИТИСа и Института культуры. Фестиваль стал частью грандиозного события международной выставки форума «Россия на ВДНХ». Выступления творческого коллектива «Орфан» не оставили равнодушными никого. Мужество вот этих вот детей, мужество в плане выйти на такую сцену, отработать. И, мне кажется, они с каждым выходом, наоборот, больше и больше входили в азарт. А вот когда выходит, допустим, любой состав, и он выходит, вот, ну, скажем так, органично и организованно, да, и какая бы сцена это ни была, малая она по размеру или большая, но на тот момент, когда это все происходит, и это все впервые, волнительно, неважно, по каким параметрам мы работаем, сценическим и размером, важно, как мы должны выступить. И вот здесь параметры были очень высокие.
За время существования состав коллектива образцового ансамбля «Орфан» менялся много раз, но выступления всегда остаются безупречными. Зара Соколоева, Сармат Сугаров. Новости Осетии. Буквально только что мои коллеги подготовили репортаж о выездном заседании правительства республики. В этот раз Кабмин во главе с Борисом Джанаевым посетил Моздокский район. Профильные министры осмотрели строящиеся и уже введенные социальные объекты, оценили темпы и качество работ на стройплощадках. Премьер дал ряд поручений, и все подробности у нашего корреспондента Лидии Цахиловой. Врачебную амбулаторию в Виноградном капитально ремонтируют. Сдать планируют до конца года. Медучреждение обслуживает сразу 5 населенных пунктов: Раздольное, Сухотское, Малгобек, Хурикау и Кусово. В этой амбулатории предусмотрены необходимые кабинеты по стандартным порядкам. Работает 6 врачей, это терапевты, педиатры. Планируем открыть также кабинет стоматологический, дневной стационар, то есть жители получат все необходимые медицинские услуги. Сейчас мы закупаем необходимое оборудование и медицинскую мебель, чтобы было комфортно и врачам, и посетителям. А ФАП в станице Павлодольской возвели всего за 10 дней. Медицинский пункт полностью оборудован. Сейчас к нему подводят коммуникации, а прилегающую территорию облагородят. По нацпроекту здравоохранения такие модульные ФАПы до конца года появятся в селении Веселом и поселке Любы-Кондратенко. Всего у нас в этом году 6 объектов под реконструкцию, строительство и капремонт. Первичное звено у нас практически полностью закрыто. У нас за 3 года установлено 23 ФАПа. Кроме того, проводится текущий ремонт самой центральной районной больницы, проводится ремонт реанимационного отделения и отделения неврологии. Дом-интернат малой вместимости для пожилых и инвалидов в Моздоке открыли в 2018 году. Рассчитан на 20 человек. Сейчас здесь 19 постояльцев. Среди них и долгожительница Евдокия Суровецкая. Ей 97 лет. Несмотря на возраст, помогает соседкам по палате изготавливать ароматические подушечки-саше с лекарственными травами. Это проект дома-интерната «Мастерская у кровати». А в этой комнате проходят занятия по ЛФК. Гураму Майсурадзе они помогли. Инвалид первой группы, получив травму, в дом-интернат поступил лежачим. За его успехами наблюдает министр труда и социального развития Алина Айдарова. Сотрудники учреждения высококвалифицированные специалисты, и вы сами, наверное, убедились, их умением, знанием, они помогают людям как можно дольше продлить активное долголетие, справиться с заболеваниями. То есть здесь применяется и восстановительная терапия, медицинская терапия, лечебная физкультура, трудотерапия. То есть применяют они новые технологии социального обслуживания. Следующий пункт – строящаяся школа в Кизляре. Долгожданное событие для жителей села. Начали в 2020-м, но из-за нехватки средств стройку приостановили. Дополнительно из федерального бюджета выделили почти 300 миллионов рублей. Договоренность Сергея Миняйла. В августе работы возобновили. Внутренние отделочные работы почти завершены. Монтируют инженерные системы. Оборудование уже закупили. На объекте трудятся больше 70 человек. Борис Джанаев лично проверил темпы работ. Премьер-министр поручил сдать объект до конца года. Я прошу здесь очень серьезно, четко, быстро все сделать. Нам больше денег никто не даст, никаких дополнений нет. То есть это сенсация, что мы эту школу завершим. Поэтому нужно сделать качественно. Опять здесь дети учиться будут, эта история останется. Поэтому я всех прошу очень серьезно подойти к этому вопросу. А еще в Кизляре появится и новый спорткомплекс в рамках программы развития СКФО. Работы начались в марте и завершатся до конца года. На эти цели выделили 51 миллион рублей. Здесь какое население проживает? 11 тысяч. 11 тысяч. Ну то есть спорткомплексов нет, да? Нет. Тренер есть, все есть. А кто тренер? Отцовский зал. Моего очень хорошо, что будет современный спорткомплекс. Инвестпроект «Виноградарь Кавказа» – один из прорывных в Моздокском районе. Здесь будут производить и хранить винный материал. Этот резервуар с молотильней для отжима винограда, после чего он поступает в специальные цистерны. Также выделили земельные участки для выращивания разных сортов винограда. Уже высадили более 500 тысяч саженцев на 230 гектарах. До конца года в планах заложить еще 70. Стоимость проекта – 1 миллиард рублей. В рамках инвестиционного проекта у нас там земельный участок на 10 лет предоставлен был вам, значит, и необходимо засеять по вашему, значит, предположению, которое было представлено на инвестиционный совет, 2000 гектар.
Правильно на же? площади 2500 гектар, да. Ориентировочно. Еще один пункт – частный дом жительницы станицы Луковской Светланы Чен. Девушка состояла в очереди на улучшение жилищных условий. Светлана – инвалид первой группы, воспитывает сына. Ее дом не был пригоден для жилья. С этим вопросом Светлана обратилась к Борису Джанаеву во время приема граждан. Комиссия Минстроя определила сумму для ремонта – 1 300 000 рублей. Их выделили из резервного фонда правительства республики. Сейчас провели стяжку полов, утеплили крышу, оштукатурили стены. Есть проблемы с газификацией дома, а также с водоснабжением. Борис Джанаев поручил решить эти вопросы как можно быстрее. Сделайте этот вопрос. Значит, вот сейчас после заседания правительства оперативно, быстро проработать, чтобы газ подвели. Если не подведут, дадите мне знать. На заседании говорили о социально-экономическом развитии Моздокского района. Более 4,5 миллиардов рублей – это общий объем финансирования в рамках госпрограмм и нацпроектов. Средства направлены на модернизацию объектов инфраструктуры и предоставлению мер поддержки граждан. В сфере образования построена школа в станице Черноярская и детский сад в Кизляр. Кроме того, благодаря поддержки правительства Российской Федерации в текущем году выделено 290 миллионов рублей на завершение строительства школы в селении Кизляр. Хочу отметить, что этот вопрос не решался несколько лет. В сфере ЖКХ проведена реконструкция очистных сооружений в станице Полводольская, в поселке Притеречный. Также идет реконструкция системы водоснабжения города Моздок и населенных пунктов района. Помимо этого, благоустроены 11 общественных территорий, включая Парк Победы в городе Моздок по программе «Малые города». В ближайшие 3 года в Моздоке начнут строительство родильного отделения, детской художественной школы, школы-интерната, очистных сооружений и не только. А еще направлены заявки на капремонт 17 школ района, строительство домов культуры в селах Предгорное и Веселое, детской школы искусств в поселке Притеречном и станице Павлодольской. Лидия Цехилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи.